И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Коротко о главном. Визит дружбы. Президент Приднестровья прибыл в Абхазию для участия в торжествах ко Дню независимости. Пройдут ровным строем. Генеральная репетиция торжественного прохождения у парка боевой славы. Сегодня в Абхазию с официальным визитом прибыл президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Делегацию ПМР встречали на государственной границе по реке Псоу. Затем в Сухуми состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента ПМР Вадима Красносельского. Подробнее о встречах в репортаже Ирина Аршба. Это первый официальный визит президента ПМР в Абхазию. На государственной границе Вадима Красносельского с супругой и членов делегации встретили вице-президент Виталий Габня и министр иностранных дел Даур Ковы. Первым делом члены делегации направились в Ишеру. Виталий Габня и Вадим Красносельский возложили венки к мемориалу первого президента Абхазии и почтили память Владислава Ардзенба. Затем в администрации главы государства состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. Приветствуя дорогого гостя, Рауль Хаджимба подчеркнул, что у наших народов схожая история, и мы прошли трудный путь становления. Президент заметил, что между двумя республиками сложились крепкие дружеские отношения. Впервые международный уровень отношений был установлен между нашими государствами, то есть Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой в январе 1993 года. Впоследствии в 2006 году Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия установили соответствующие отношения, которые впоследствии назывались «Сообщество за демократию и права народа». Мы сегодня устанавливаем тесные и крепкие взаимоотношения. Эти отношения развиваются по разным направлениям. Несмотря на все сложности экономического, политического и логистического характера, интенсивность отношений нарастает. Завтра мы подпишем соответствующий договор, который еще раз подтвердит взаимное признание независимости и суверенитета наших государств, что даст основу новым отношениям. Последовательная реализация пунктов этого договора позволит качественно улучшить уровень наших отношений и уровень жизни наших людей. И мы еще раз приветствуем вас на нашей земле, так как это было ранее нашими предшественниками, и, надеюсь, это будет и дальше развиваться. Вадим Красносельский поблагодарил Рауля Хаджимба за приглашение посетить Абхазию. Президент Приднестровской республики подчеркнул, что рад прикоснуться к государственности нашей страны, понять абхазский народ и традиции. Я глубоко убежден, что в основе именно вашей независимости и вашего признания лежат именно ваши традиции, ваша суть, многовековая суть и подвиг вашего народа. Вы правильно абсолютно сказали, что абхазский народ и приднестровский народ имеют много общего. Мы оба возникли на постсоветском пространстве в результате геополитической катастрофы под названием «Развал Советского Союза». Но мы не потеряли себя. Но я буду говорить про абхазский народ. Абхазский народ, несмотря на все риски, пошел по пути именно сохранения себя как народа. Президент ПМР Вадим Красносельский наградил Рауля Хаджимба орденом почета за укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
Затем состоялась расширенная встреча членов абхазской и приднестровской делегаций, после которой президент ПМР Вадим Красносельский и члены делегации совершили пешую прогулку по набережной Сухума. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Официальный визит президента Приднестровской Молдавской Республики в Республику Абхазия продлится до 2 октября. Завтра в Сухуме будет подписан договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя республиками, а также соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Гудаутского района Республики Абхазия и государственной администрацией Дубасарского района и города Дубасары Приднестровской Молдавской Республики. Также завтра в планах делегации Приднестровья посещение художественной выставки в Центральном выставочном зале, а также выезд в Ачимчирский район и посещение скачек в селе Мок. А 30 сентября делегация ПМР примет участие в торжествах, посвященных Дню независимости Абхазии. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении звания Героя Абхазии за заслуги, связанные с совершением героических подвигов во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Звание Героя Абхазии посмертно присвоено Агрба Кязыму Хотхотовичу, Басаре Ушанге Карамановичу, Кварче Чики Баклановичу, Квиквискири Григорию Басовичу. Сегодня же президент подписал указы о награждении ордена Леона за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Орденом Леона награждены Аргун Арда Шефикович, Ардзенба Мирон Ладович, Гунба Валерий Датикович, Оторба Отанди Манчевич, Топаго Батал Иванович. Адлиба Жора Незвеевич награжден орденом Леона посмертно. Указом президента Рауля Хаджимба за мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годах, медалью за отвагу награждены 50 человек, 5 из них посмертно. Генеральная репетиция торжественного прохождения парадных расчетов Министерства обороны в честь 24-й годовщины Победы состоялась у Мемориала Славы. В торжественном прохождении в честь 24-й годовщины независимости Абхазии примут участие более 400 военнослужащих. Тренировки начались с 1 сентября. На генеральной репетиции проверялась синхронность и слаженность пеших расчетов. 30 сентября торжественным маршем пройдут военнослужащие из частей и подразделений Министерства обороны Абхазии, 2 пешие колонны парадного расчета 7-й российской военной базы и подразделения казаков, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии, а также сводный оркестр Министерства обороны Абхазии и 7-й российской военной базы. Генеральная репетиция – это было тоже торжественное прохождение. Военнослужащие были в парадной форме, со знаменами. Министр обороны принимал генеральную репетицию, и по его оценке она прошла на достаточно хорошем уровне. Военная техника в этом году в параде не будет задействована, так как ее используют только в юбилейные даты. Для каждого военнослужащего очень волнительным является участие в таком значимом событии. В этом году я первый раз участвую в параде. Для меня это было очень волнительно. Мечтал об этом, и мечта моя сбылась. Проходит репетиция. Мы надеемся, что все будет хорошо. Генеральная репетиция завершена. И все участники торжественного марша с нетерпением ждут главного события на предстоящем празднике. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны прошло торжественное заседание в честь 24-летия со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. На праздничном мероприятии побывали и наши корреспонденты. Торжественное заседание в честь 24-летия со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии началось под аккомпанемент военного оркестра Министерства обороны под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Стройным шагом подразделения оборонного ведомства занесли в зал главный символ государства. Министр обороны Абхазии генерал армии Мираб Кишмария поздравил весь личный состав оборонного ведомства страны с этим судьбоносным для всего народа днем. Он подчеркнул не только самоотверженность абхазских бойцов в борьбе за победу и независимость Родины, но и героизм представителей братских народов, которые, оставив свои семьи, пришли на помощь абхазам в борьбе за историческую справедливость.
На борьбу с захватчиками стал весь народ, добровольцы из Республики Северного Кавказа, России, казаки Юга России и стран бывшего Союза, представители зарубежной диаспоры. Такое действо, такого святого братства, такой мощной веры в победу еще не знала история Абхазии. На торжественном заседании были озвучены имена тех, кому приказом министра обороны Мираба Кишмария были присвоены воинские звания и вручены медали. Министр обороны, капитан Бебе для получения медали прибыл. Служу Республике Абхазия. Российские коллеги из Ярославля также поздравили весь армейский состав республики с одной из самых важных дат современной истории Абхазии. Поэтому спасибо министру обороны Мирону Борисовичу и генералам, и товарищу офицерам за то, что вы есть, за то, что вы воевали, за то, что вы победили. И поэтому поздравляю всех вас с праздником, с 24-й годовщиной Великой Победы. Ну и, конечно, с наступающим праздником 25-й годовщины Вооруженных сил. От наших ветеранов боевых действий в Ярославле вам пожелать здоровья, удачи, успехов. И, как всегда говорю, и завершая свою речь, успехов в заработной плате. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием звезд отечественной эстрады. На Алакове Аста Мургожба, Абхазское телевидение. Уже много лет подряд семьи погибших добровольцев отдыхают в Пицунде. При этом они активно участвуют во всех мероприятиях, происходящих в Абхазии в эти дни. Вот и на этот раз матерей и родственников погибших пригласили в Калдахварскую школу-интернат, где был организован концерт, посвященный Дню Победы. Перед началом мероприятия матери погибших добровольцев возложили цветы у памятника павших героев Абхазии. Каждая из них в это время вспоминала своих близких. Как Валерия Иналдеева, родственница добровольца из Осетии Дмитрия Иналдеева. Он погиб, защищая Абхазию, в которой ко времени начала войны проработал несколько лет учителем в этой же школе. Он приехал сюда по распределению, по окончании педагогического института. Он окончил филологический факультет, и как тогда водилось, его направили сюда на работу. И, конечно, он не планировал так долго задержаться здесь. Он думал поработать год-два и вернуться домой. Он, когда приезжал отсюда, он всегда рассказывал об этом селе, о школе, о своих детях, о своих коллегах. Он так увлеченно рассказывал о детях, которых он тренировал, потому что у него здесь была секция вольной борьбы, и он ребят возил на соревнования. И у меня даже есть фотография, вот как раз он с этими ребятами, он очень ими гордился, потому что они всегда получали призовые места. И вообще о Диме можно говорить много, потому что он был удивительнейший человек, в нем было все так гармонично. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии, 26 сентября в Следственное управление Генеральной прокуратуры добровольно явился Ардзенба Павел Харитонович, 1951 года рождения. Павел Ардзенба ранее разыскивался правоохранительными органами. Заочно ему было предъявлено обвинение в организации покушения на Александра Анкваб. Павел Ардзенба был задержан, допрошен по существу обвинения и направлен для дальнейшего содержания под стражей ВВС МВД Республики Абхазия. 28 сентября Сухумским городским судом оглашена часть обвинительного приговора в отношении Пописимедовой Нателлы Михайловны, обвиняемой по статье «Халатность». Подсудимая обвинялась предварительным следствием в том, что, являясь дежурным и главным врачом Сухумской инфекционной больницы, при поступлении больной Лианы Тодуа в стационар назначила лечение в полном объеме, не соответствующее методам оказания помощи больным с вирусным гепатитом Б. При ухудшении состояния Тодуа Пописимедова не провела врачебный консилиум с участием врачей, не перевела больную в палату интенсивной терапии или реанимации, а при отсутствии их в больнице своевременно не перевела больную Лиану Тодуа в профильную клинику России. Согласно обвинительному приговору, Нателла Пописимедова признана виновной и ей назначено наказание в рамках статьи Уголовного кодекса. Кроме того, в качестве дополнительного вида наказания Пописимедовой запрещено в течение 3 лет заниматься любой медицинской деятельностью и занимать административные должности в медицинских учреждениях республики. Ранее уголовные дела в отношении врачей Вуба и Дашаевой после отмены оправдательных приговоров направлены в Сухумский городской суд для пересмотра. И сейчас о погоде.
По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен дождь. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 24-26 тепла. Температура моря плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.